В Якутске обсуждают стратегию развития Арктики на период с 2020 по 2030 годы. Сегодня в правительстве республики прошла встреча руководства региона и с заместителем Минвостокразвития Александра Крутикова с главами и инвесторами арктических территорий. В ходе встречи обсудили наиболее актуальные проблемы жителей Крайнего Севера, а представители районов и бизнеса высказали свои предложения, которые впоследствии смогут войти в главный документ социально-экономического развития Арктики России. Какие темы прозвучали на совещании, расскажет Саргалана Захарова. Арктика стала шире в Якутии. В прошлом месяце президент страны Владимир Путин подписал указ о включении 8 районов республики в арктическую зону. Теперь их в регионе 13. Это огромная площадь, порядка 1,5 миллиона квадратных километров земли. Сегодня практически по всем показателям жизнь в арктических районах в разы уступает средним российским и республиканским уровням. Предстоит большая работа для решения этой проблемы. Сегодня предлагается выработать механизм поддержки социально-экономического развития арктических территорий, трансформацию северных льдов государственных гарантий, налоговых преференций для жителей, повышение транспортной доступности. В части стимулирования бизнеса к реализации проектов предстоит обсудить инициативу Минвостока по установлению спецрежима для резидентов арктической зоны. Айсен Николаев отметил важность встречи. Еще один шанс выслушать все стороны. Так прозвучали сразу несколько конкретных предложений. Со стороны промышленников Алмаза Набара, которые осваивают недра сразу на нескольких территориях, озвучили вопрос о датировании компаний с учетом трудоустройства местного населения. Непосредственно муниципалитеты, которые располагаются в зоне тяготения к этим крупным инвестиционным проектам, инфраструктурным проектам, не в полной мере ощущают, скажем, пользу от их реализации. Мне кажется, можно было бы рассмотреть вопрос и попробовать запараллелить два этих процесса – предоставление льготы и обязательства трудоустройства местного населения. Также говорили о создании инфраструктуры в районах, решении проблемы с высокими ценами на продукты, урбанизации населения, которая, как отметил Александр Крутиков, довольно высока на Арктике. Подводя итоги, Крутиков подчеркнул, что северные преференции однозначно должны пересматриваться. Написанные еще в советское время, они уже не дают нужного эффекта. Как-то взять вот так разом все это пересмотреть, не уверен, что у нас с вами получится, но то, что мы должны совершенствовать эту систему, это факт. Но только без, конечно же, социальных последствий. Никто отменять эти льготы не будет, но то, что нам нужно смотреть, как их трансформировать, я здесь абсолютно согласен. Также Александр Крутиков сообщил, что в стратегии найдется место каждой арктической территории отдельно. Обсуждение продолжится уже завтра на Совете по Арктике и Антарктике. Саргалана Захарова, Семен Семенов, Якутск.